Фестиваль бамовской песни – это, по сути, фестиваль бардовской песни. Иногда авторской, иногда не очень. Гости из Благовещенска, Хабаровска, Иркутска, Владивостока, Тынды, Якутска и других городов Сибири и Дальнего Востока, вопреки известной поговорке, находят здесь товарищей на вкус и цвет. Это ли не повод пофестивалить? Тем более, что и поляна большая, и гитары с собой, и предприятия общественного питания не дадут таланту остаться голодным. Именитое жюри, отборочные туры, финал, победители, призы и подарки – все это было. И обо всем этом еще не раз вспомнят, напишут и расскажут. Мы же не ставим перед собой цели осветить результаты фестиваля. Мы хотим рассказать об одном дуэте, ставшем его участником. Поводов для этого как минимум два. Во-первых, этот дуэт представлял Нерюнгри, а во-вторых, он имеет непосредственное отношение к энергетике вообще и к нерюнгринской ГРЭС в частности. Сергей и Лариса Несин, вполне вероятно, хотя мы не претендуем на точность, на фестивале это был творческий союз с самым большим стажем – 28 лет. Впрочем, союз далеко не только творческий. И плоды его не только песни, а еще дети и внуки. Кстати, внук Павел уже проявляет интерес к пению и иногда выходит на сцену вместе со своими бабушкой и дедушкой. Сами же Сергей и Лариса впервые, как говорится, спелись летом 1977 года на фестивале студенческих строительных отрядов в Днепропетровске. Беспристрастный фотообъектив украинской молодежной газеты данный факт немедленно зафиксировал, так что деваться было некуда. Как порядочный человек, Сергей обязан был жениться. С той поры было немало всевозможных концертов, в том числе в Новосибирске, участие в фестивалях «Мирный поет о мире», концертной программе творческих коллективов энергопредприятий Востока в Москве. Приехав в 1981 году в Якутию, Сергей и Лариса Несин пели на первых нерюнгринских фестивалях, на строительных площадках Нерюнгринской ГРЭС и города. Вот где песня «Жить и строить» помогала. С возрождением Беркокитского фестиваля они стали постоянными его участниками и уже собрали немало наград. 3 лауреатских диплома, гран-при от главы города в 2001 году. В репертуаре дуэта песни знакомые, всеми любимые – Никитиных, Акуджавы, Берковского, Висбора, Иващенко, Митяева и других авторов. Веселые и не очень, для взрослых и детей, для бабушек и дедушек. Так что можно петь хором, как и положено на фестивале.